Начали! Работай, Собор, ствол на землю! Ствол на землю! Предгорная часть Сунжинского района Ингушетии стала последней локацией съемки третьего сезона сериала «Наш спецназ». По сценарию, по серпантину, ведущему в Датых, преступник в КамАЗе с цистерной пытается уйти от правосудия. Бойцы СОБР преграждают путь и задерживают нарушителя порядка. Каким образом все происходит, мы оставляем за кадром. Всего раскрывать нельзя. Все это написано достаточно в такой, игровой, можно сказать, и даже местами юмористической манере, чтобы это можно было принимать легче, тяжелый такой материал. Потому что если рассказывать прямо серьезно о буднях СОБРа, это будет очень тяжело. Это документалистика будет такая, почти невыносимая, наверное, на каком-то этапе. Но вот это сочетание юмористических нот и серьезности, потому что стараемся очень держаться все-таки берегов именно спецназа, чтобы не терялась сама суть этого, в общем-то, предмета. Вот на этой грани существует проект «Наш спецназ». Идет он у нас на 5 канале. Вот. Я рад принимать в нем участие. Вот уже достаточно продолжительное время принимаю в нем участие. Мне нравится. Кроме Сергея Горобченко, который является командиром СОБР и зовется Тайпаном, в группу входят Ромео, Ланцет, Отец и Туча. 5 бойцов приехали в республику на тренировочные сборы. После учебный визит в республике переходит в боевые действия. Офицеры оказываются в гуще событий. Погоня, стрельба и драки. Все это присутствует в новом сезоне сериала. Вот шустрый гаденыш! Туча, кабина, Ланцет, страхуй, Ромео! Сама! Эмоции переполняют, конечно, такая красота неимоверная, горы, это природа, она, конечно, покорила наши сердца. И, безусловно, мы очень рады, довольны, что этот блок мы сняли в Ингушетии. Какие сложности были в процессе съемок? Сложности, вы знаете, в горах, конечно же, непросто, потому что все время перепады высот, а точки съемки, они все разные, и по горам вот скакали, то вверх, то вниз. Тяжеловато, да. Но горный воздух, он чистый, он, конечно, бодрил очень сильно нас. Многие ингушские актеры впервые в большом кино, даже большинство, я бы сказал. Как они влились? Как взаимодействие было с вами, с артистами другими? Прекрасное взаимодействие. Конечно, мало киноопыта, безусловно, они театральные артисты, но тем не менее они артисты, и артисты очень хорошие. По заказу 5 канала производством сериала занимается кинокомпания 3X Media. В съемках принимают участие ингушские актеры театра, а также новички. В основном у местных актеров эпизодические роли. Но есть и те, кого мы будем видеть на протяжении всех серий. Большой колоссальный опыт сниматься в фильме, и тем более с такими знаменитостями, как Сергей Горобченко, и все остальные ребята, они же профи в своем деле. Вот. А у нас как-то вообще это в республике, наверное, такое первое масштабное мероприятие. Какие-то сложности возникают в процессе, если да, какие? Вы же артист. В принципе, сложностей нету никаких, работаешь просто ты здесь играешь самого себя. Не должен играть какие-то чувства, эмоции, ты просто играешь самого себя. Никита Чеканов – один из 5 центральных героев сериала. Капитан СОБР с позывным «Отец» является снайпером. Он обеспечивает прикрытие бойцов на задании в республике «Актер впервые». Начали! Очень красиво, очень вкусно, очень тепло. Нет, очень интересно, потому что все равно все 3 сезона мы снимали, а это уже получается больше 200 серий в Питере и в Ленинградской области. И для разнообразия это, конечно, очень здорово, впечатляет. В таких вот кавказских регионах только проездом был. Очень доброжелательные жители, очень все улыбчивые, безумная красота, вся эта горная местность. Местная кухня, опять же, очень вкусная. Я не знаю, очень хочется уже вне съемок приехать сюда со своей семьей, и чтобы они тоже все это увидели и попробовали.
На экраны отснятые в Ингушетии серии выйдут в новом телевизионном сезоне 5 канала. Даты премьеры еще нет. Скорее всего, сериал покажут до конца года. Муслим Ганиев, Али Зязиков, Сулейман Костоев, Магаз 24.